Спорт – это биение твоего сердца, твое дыхание – твой ритм жизни. Эти слова Дейла Карнеги полностью олицетворяют спорт в нашей жизни. Добрый вечер, здравствуйте. Это программа «Спортивная среда» на ТНВ. Здесь и сейчас все самые актуальные новости спорта в Республике Татарстан. И смотрите сегодня в выпуске. Третий год подряд ватерпольный «Синтез» закончил регулярный чемпионат на первом месте. Впереди самая главная часть сезона – плей-офф. Олимпийская чемпионка Татьяна Лагунова провела мастер-класс в рамках всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды». Футбольный «Рубин» активно готовится к продолжению сезона в первой лиге. Расскажем о тренировочных сборах и новостях трансферной кампании. Непростая проверка ждала наш ватерпольный «Синтез» в последнем туре регулярного сезона чемпионата России. Игра за первое место в турнирной таблице развернулась в двух домашних играх с самым принципиальным соперником – волгоградским «Спартаком». Наши ватерполисты в тяжелейшей борьбе одержали 2 победы и закрепились на первом месте. Плей-офф казанцы начнут в марте с полуфинальной серии. Подробности у Амира Сабирова. В последнем 14-м туре чемпионата России по ватерполу выясняли отношения претендента на первое место в регулярке – казанский «Синтез» и волгоградский «Спартак». Как и положено водному поло, один тур проходил 2 дня, 2 матчами. Играли в казанском бассейне «Оргсинтез». Эти команды очень хорошо друг друга знают, долго играют друг против друга. Здесь никого не удивишь ничем. Встречи стали решающими в распределении мест лидеров таблицы. До матча «Спартак» лидировал с 50 очками. «Синтез» шел следом, 47 очков. Для казанцев это была еще и хорошая возможность поквитаться за поражение в первом круге. Еще в ноябре прошлого года в Волгограде в 7-м туре сильнее оказались спартаковцы. 13-10 и 13-12. Сейчас же все случилось наоборот. Играют 2 лучших клуба России, можно сказать. Как не эмоционально. Все пацаны, и та команда, и мы все были эмоциональны, старались. Оба матча получились сложные, как для хозяев, так и для гостей. Никто не желал уступать первое место и отдавать преимущество домашнего бассейна в плей-офф. В тяжелейшей борьбе 2 игры забрали ватерполисты «Синтеза». В первом матче многое решил второй период, где хозяева выдали мощные 4-1 в одном отрезке. И далее, уже ведя 7-4, играли по счету. Во второй половине матча 3-2, также за «Синтезом». Итоговые 10-7. 3 дубля у Адели Латыпова, Эмили Зенурова и Егора Ярлыченко. Я думаю, в некоторой степени сыграл, конечно же, фактор, наверное, все-таки подготовки нашей. Мы, может быть, выдержали чуть побольше. В следующем матче было еще интереснее, чем в предыдущем. 5-5 после первой половины игры. И дальше минимальные 2-1 в третьем периоде и 3-2 в четвертом. Как итог, 10-8. Хэт-трик у Николая Лазарева и Адели Латыпова. Много пропускали, в нападении не забили. Пенальти был у нас момент. Потом лишний, под усталость уже не забили. Приедем домой, будем работать над ошибками. Дай бог, финалом, полуфиналом будем готовы. Самое главное сегодня эти очки, которые мы добыли, это даст нам преимущество своего поля в финальной серии. Плей-офф казанцы начнут в марте с полуфинальной стадии. «Синтез» занял первое место в регулярном сезоне 3-й год подряд. Что неудивительно, в 3 предыдущих розыгрышах именно казанский клуб становился чемпионом России в играх на выбывание. Это как раз тот случай, когда не стоит нарушать традиции. Амир Сабиров, «Спортивная среда». 18 февраля в Казанской школе по фехтованию в рамках всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды детям, молодежи и детскому спорту России» проходил мастер-класс для детей, занимающихся фехтованием. Его проводила настоящая легенда боя на шпаге, олимпийская чемпионка, 4-кратная чемпионка Европы и 2-кратная чемпионка мира Татьяна Лагунова. О том, какие приемы освоили ребята и как проходила тренировка, узнаем в нашем следующем сюжете. В наше время фехтование вместо защиты своей чести и достоинства преобразовалось в настоящий вид спорта. Но хоть искусство фехтования стало безопасным для жизни, это не лишило его зрелищности и интриги. Теперь каждый ребенок может записаться в спортивную школу и выполнять трюки не хуже, чем Д'Артаньян, а в дальнейшем даже стать олимпийским чемпионом. В нашей республиканской спортивной школе Олимпийского резерва по фехтованию как раз подготавливают будущих чемпионов.
Совсем недавно там проходил мастер-класс для детей в рамках всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды детям, молодежи и детскому спорту России». Его проводила настоящая легенда спортивного фехтования, заслуженный мастер спорта и двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Лагунова. Хотела поблагодарить, конечно, фехтовальную школу за гостеприимство, за то, что они выращивают наших молодежь, которые вот у нас сейчас будут скоро чемпионами. Замечательный здесь коллектив, замечательный тренерский состав, потому что некоторыми тренерами я даже еще фехтовала сама, и с их ученицами, и вот то, что они делают, и вкладывают свою всю душу и время воспитывать детей, это отлично, супер, и спасибо. Лагунова начала заниматься фехтованием с 10 лет, совмещая его с большим теннисом. Но поняв, что сердце больше лежит к шпажному бою и обнаружив у себя огромный потенциал, будущая чемпионка решила остановиться на фехтовании. И интуиция не подвела спортсменку, ведь Лагунова стала не только олимпийской чемпионкой, но и 4 раза побеждала на чемпионатах Европы и 2 раза на чемпионатах мира. Сижу вот так вот тоже на лавочке, думаю, и вот очень много детей разных возрастов. Вижу, как все двигаются, работают в мишень, работают перед зеркалом. Думаю, да, я тоже попробую. И начала тоже двигаться скачками, неуклюже. И мой первый тренер Олег Владимирович Коржов ко мне подошел, говорит: а ты у кого тренируешься? Говорю, а я вот просто, брат, сижу, жду здесь на лавочке. Ну, решила время зря не терять, тоже вот подвигаться. Думаю, может, получится что-то. На мастер-классе Татьяна сначала рассказала про свою спортивную карьеру, вдохновляя ребят. Потом дети задавали ей вопросы, а после выступления спортсменка забрала с собой девушек постарше и отрабатывала с ними свои коронные приемы. Как поделилась с нами олимпийская чемпионка, главное удовольствие спортивного фехтования – это не победа, а обман соперника. Поэтому Татьяна Лагунова в свое время очень любила изучать новые приемы, чтобы на соревнованиях получать огромное преимущество. Были пару приемов, которые не все делают в обычной спортивной жизни, так скажем, что в обычном бою таких приемов очень редко когда выполняют, а я их периодически выполняла. Глядя на спортсменок из нашей казанской школы, видно их слаженность, собранность и дисциплинированность. На мастер-классе девушки четко слушались указаний Татьяны Лагуновой. И несмотря на то, что тренировка шла всего час, кажется, что спортсменки запоминали то, что показывала чемпионка, и вдохновлялись ее мастерством. Она нас очень замотивировала, какие-то даже советы дала. На том же самом мастер-классе она нам показала новые интересные приемы, которые сейчас мы попробуем даже на тренировке во время боев. Может быть, что-то получится, может быть, что-то понравится, и может быть, что-то будем использовать в дальнейшем. Действительно, такие встречи с легендами очень важны для молодых спортсменов, ведь это не только мотивирует ребят, но и дает понять, что чемпионом может быть каждый. Главное – это усердие и путь к мечте. Глеб Нигмати, «Спортивная среда». Эфир «Спортивной среды» продолжается в формате интервью. У нас в студии очередной интересный гость. И сегодня мы будем общаться с одним из тренеров-преподавателей по баскетболу спортивной школы Олимпийского резерва Вахитовского района Казани Спиридоновым Андреем Юрьевичем. Андрей Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Андрей Юрьевич, у вас огромнейший стаж, 39 лет, тренера-педагога по баскетболу. Помните ли вы тот прекрасный день, когда вы пришли в профессию, в каком году? Я с детства самого жил баскетболом. Мои родители играли в баскетбол. Я родился, когда моему папе было 22 года. Папа мой играл за нашу великую команду «Казанский буревестник». И летом на все сборы, на соревнования мне приходилось ездить с этой командой. И я влюбился в этих ребят, талантливых наших. Влюбился в эту игру, и с детства все это у меня сопутствовало. Все. Ну а в профессию я пришел, когда мне исполнилось 24 года, я уже закончил свою профессиональную карьеру игрока, у меня была небольшая травма. Ну я без баскетбола жить не мог, и поэтому я устроился в детскую спортивную школу номер 6 Советского района, которую я и окончил в детстве. Пришел туда, чтобы продолжить это образование и работать с детьми, которыми я очень любил. Первый мой набор был ребята 1972 года.
И я с ними позанимался летом в лагере, а осенью мы уже стали чемпионами республики. Ого, такой сразу взлет. Я за лето детей этих, чтобы они тоже влюбились в эту игру, работал с ними усердно. Ну и все были удивлены, что этот возраст стал чемпионами республики, неожиданно для всех. Вот вы советский человек, вы воспитывали советских детей. Потом произошла смена поколения, то есть 90-е годы те же самые, потом 2000-е, сейчас 2023 год. Вот как поколение менялось и вообще менялось ли оно? Да, конечно, менялось. Были сложные годы, 90-е годы. Многие шли в наши любимые виды спорта, хоккей и футбол. В 90-е годы я работал в спортивном клубе «Ракета» в Дербышках. Там, конечно, любимый вид спорта это был хоккей с мячом на льду. Поэтому, но баскетбол там был тоже. Мы подняли баскетбол, и баскетбол там не только был детский, мы там сделали мужскую команду в «Ракете», которая тоже потом стала чемпионами республики. Мы там собрали бывших ребят, которые играли в свое время за команду мастеров. То есть у нас там был очень так дружный коллектив. Андрей Юрьевич, а расскажите о вашей школе Олимпийского резерва, где вы работаете? Ну, сейчас, конечно, стало все немножко попроще, потому что детей приходит очень много. Школа находится в самом центре города, поэтому просто у нас обвал детей. И, конечно, есть выбрать из кого, есть и отсев, есть перспективные ребята. Кстати, когда я начал заниматься вот в этой спортивной школе, у меня наконец-то появились результаты. Я стал воспитывать уже перспективных ребят, которые в дальнейшем у меня заиграли в различных клубах страны, и которые сейчас играют успешно, вот, имеют звания, имеют титулы. Да, как раз таки нужно сказать о том, что у вас есть ваши воспитанники, это и чемпион России, и обладатель Кубка России. Да, вот у меня самый титулованный воспитанник, это Кирилл Горнаев, который, рост у него 2 метра 4 сантиметра, вес 120 килограмм, крепкий парень, очень много где поиграл, но самое главное, он попал в сборную команду России юношескую, который выступал на 2-х Олимпийских играх в Китае, заняли они там 4-е место. Дальше он привлекался в сборную России при подготовке к универсиаде, но, к сожалению, не попал. Ну, а сейчас он играет вот за команду «Тобол» в Казахстанской национальной лиге. Вот, его даже туда позвали, в Казахстан. Второй мой сейчас вот воспитанник, самый такой тоже успешный, это Дима Незванкин, который окончил наш вуз КИСИ. И его позвали в нашу молодежную команду «Уникс». Увидели в нем талантливого, перспективного пацана, юношу. И парень заиграл. Он играл и за «Уникс», за молодежную команду, и за «Уникс» основную. Сейчас он у меня играет за БК «Химки», которые вышли в финал Кубка России, Кубка 4. То есть тоже очень талантливый, перспективный парень. У меня почти каждый год кто-то так выпускается. И в данный момент и сейчас у меня вот парень 2006 года, 2 метра, играет за юношескую команду «Уникс» Дюбл. Тоже очень перспективный парень. Ребята есть, появляются вот ради того, что в нашей школе созданы хорошие условия. Какими качествами должен обладать вот ребенок, который приходит к вам вот с малых лет? Ну, прежде всего, конечно, это должно быть огромное желание родителей и самого ребенка. С 1-го, со 2-го класса у нас идет набор. Поэтому желательно, чтобы ребят приводили высоких. Потому что баскетбол – это игра высоких ребят. Дисциплину мы прививаем. Конечно, это очень трудно. Не все. Сейчас дети такие послушные. Поколения, как я уже говорил, меняются. Дети разные у нас становятся. Вот. Но, тем не менее, мы стараемся, отбираем в команду детей, которые в дальнейшем мы видим, что они будут играть. Я просто вам еще один момент скажу. Я каждый год провожу турнир воспитанников своих летом. И на этот турнир у меня собираются ребята всех возрастов. Они собираются в свои дружные коллективы по возрасту. И мы играем такой блиц-турнир, где вот в том году участвовало у меня 8 команд. 8 команд воспитанников. Ну, у меня вот был в том году, у меня был 16-й выпуск детей. В этом году у меня будет 17-й выпуск детей, это юноши 2006 года рождения. То
То есть и все они приходят, дружные команды, играют, бьются, показывают классную игру. Недавно вот мы, кстати, в нашей спортивной школе на днях с 17 по 19 февраля провели турнир памяти нашего самого титулованного игрока Владимира Никитина. Это мастер спорта СССР. Он играл вместе с моим папой в команде. Он чемпион Советского Союза, чемпион Европы среди юниоров. И этот турнир тоже, вот на этот турнир пришли посмотреть практически все ветераны баскетбола города Казани. Почтить память этого великого игрока. За что вот я хочу в эфире передать им большое спасибо, за то, что они помнят и помогают нам. Вот это тоже очень главное, что мы продолжаем. И мы детям показали показательную игру, и в своем выступлении я детям сказал, что баскетбол – это целая жизнь, что играет не только в детстве, но вот и люди вам доказали, что играет и в 60, и в 70, и в 80 лет. Дать сиюминутный результат командный или все-таки воспитать профессионального спортсмена? Какая вот ваша внутренняя философия? Это вот моя философия такая, потому что мы отделение баскетбола, мы не спортивная школа. У нас, кстати, в Казани существует только одна спортивная школа, это Новосавиновская, универсиор она называется, и мы отделение баскетбола Вахитовского района. И поэтому моя вот философия – воспитать именно звездочку. Но у нас в спортшколе есть тренеры, которые очень хорошо работают. Вот молодые перспективные ребята у нас, Артем Исаев и Ильдар Сиразиев, которые вот 2007 и 2008 год, они эти возраста уже который год выводят в финал первенства России. То есть, они создают сборную команду республики, их собирают у нас, где-то они проводят небольшие сборы. И вот я считаю, что это огромный успех этих тренеров, потому что такого успеха у нас уже давным-давно не было. Сейчас вот, конечно, жизнь поменялась, сейчас я очень часто сижу в интернете, все изучаю, учусь, как говорится, учиться надо всегда. И сейчас есть большие подвижки, конечно, интернет очень сильно помогает. Андрей Юрьевич, мы с большим уважением относимся и к вашему выбору, и к вашему огромному опыту. И, конечно, мы благодарим вас за ваш труд и за вашу любовь к спорту. И спасибо, что вы пришли к нам, рассказали о себе, о выпускниках, о школе прежде всего. Ну и, как мы уже сказали, о любви к профессии. Вы огромный молодец, и вам большое спасибо за вашу огромную трудовую деятельность. Спасибо. Спасибо вам. Возвращение большого футбола в республике совсем скоро. В начале марта «Рубин» проведет первые матчи во второй части сезона в первой лиге. Ну а пока казанский клуб с главным тренером Юрием Уткульбаевым вовсю тренируется на сборах. Кто пополнил команду в минувшее трансферное окно и с кем рубиновые провели последние товарищеские матчи, расскажем в следующем сюжете. Казанский «Рубин» продолжает готовиться к возобновлению сезона. Совсем недавно в Турции, в городе Белек, завершился третий из 4 этапов подготовки. Цель у команды одна – провести вторую половину чемпионата первой лиги в как можно лучших физических кондициях. А основной фундамент для этого закладывается здесь, на предсезонных сборах. Третий сбор начался, в принципе, так же, как и первый и второй. Мы протестировались, у нас там каждый сбор там определенный тест, мы его пробегаем. «Рубин» успел пошумить на трансферном рынке. Аренда до конца сезона нападающий софийского «Локомотива» Димитр Митков. Подписание лидеров нижнекамского нефтехимика, нападающий Мираби Уридия и защитник Максим Ширяев. Шикарные эмоции, главная команда Татарстана, раздумывать нечего. Сразу все понятно, принято решение, вперед, поработать. Первый клуб, где я подписал профессиональный контракт и дал путевку мне в большой футбол. Как бы это родная команда. Получается, 16 лет, где-то до 22 я был там, в этой структуре. На сборах у новичков есть хороший шанс проявить себя и быстрее адаптироваться в новой команде. Силовые и тактические занятия совмещаются со спаррингами с другими командами, где, как не в играх, показывать свой уровень. Третий сбор казанцев продлился 12 дней. За это время «Рубин» провел 3 товарищеских матча. Все против российских команд. Первый против Краснодара 2. Даже подача есть и гол! Нет! Это не гол, ребята! И девчата, Александр Белинов, похоже, выручает свою команду. По ходу матча «Рубину» пришлось отыгрываться. На гол Никиты Плотникова ответил Игорь Горбунов. Боевая ничья 1-1. Насыщенный матч моментами, с хорошим движением. Я думаю, что в целом команда
Краснодар-2 и мы имели такие равные шансы. Через 3 дня уже матч против Ахмата из Грозного. По сценарию все так же, как и в предыдущем матче. Пропущенный мяч в начале игры и отыгрыш во втором тайме. Только уже с помощью автогола соперника. Плотный, довольно интенсивный матч провели. Наша задача была стартовому составу провести 45 плюс 10-15 минут интенсивно. Они это, ребятки, выполнили. Последний матч на третьих сборах. Соперник самый серьезный. Московский ЦСКА. Здесь у казанцев все сложилось куда более удачно. 2 быстрых гола с 22 по 28 минуту. Отличились Алексей Грицаенко и Олег Иванов с пенальти. На 52-й минуте Илья Самошников словил красную карточку. Но армейцы свое численное превосходство не использовали. 2-0. Рубин нанес первое поражение ЦСКА на сборах. Я бы отдал в моем голе 80% успеха это Олегу Иванову, потому что передача сделала свое дело. Тяжелый матч против отличного соперника. Я думаю, что мы были больше настроены на достижение результата, потому что не делим матчи на товарищеские или контрольные. Просто в каждом матче пытаемся проявить свой максимум и добыть 3 очка. Суммарно у Рубина 8 матчей за 3 сбора. В них 6 побед и 2 ничьи, 5 пропущенных и 20 забитых. Звучит очень даже неплохо. Впереди у команды Юрия Уткульбаева заключительный 4-й этап подготовки. До возобновления сезона первой лиги остается уже меньше 2 недель. Нет сомнений, что при плодотворной работе на сборах команда вместе со своими болельщиками будет способна решать самые высокие турнирные задачи. Далее в нашей программе видеообзор спортивных событий за предыдущую неделю. Баскетбольный «Уникс» потихоньку восстанавливает свое положение после обидного вылета в Кубке России от Пари Нижнего Новгорода. Не так давно «Уникс» на арене баскет-холл принимал лидера чемпионата ЦСКА. И принципиальность всей встречи уж точно никому не нужно было объяснять. Казанцы первые 2 четверти начали очень резво, наводя шороху своими проникающими атаками московской команде. И уже запас по очкам после второй четверти составлял целых 17. Далее последовала череда ошибок у казанской команды, и ЦСКА показал свой характер, сокращая отставание и реализовав 3-очковый бросок на последних секундах 4-й четверти. В овертайме «Уникс» как будто подменили. Казанская команда забрала за собой 21 подбор в атаке, а героем всей встречи стал любимчик бело-зеленых Луи Лабери, который в дополнительное время записал на свой счет 9 очков, 112-104. Казанцы наносят сенсационное поражение ЦСКА, устанавливая новый рекорд результативности в сезоне 2022-2023. От паркета прямиком к биатлонным баталиям. 19 февраля завершился Кубок России по биатлону, и в общем зачете главные заветные награды забрали представители Москвы и Московской области Карим Халили и Анастасия Гореева. Карим по общей сумме очков набрал 571 балл, опередив своего ближайшего преследователя Александра Поварницына аж на 20 очков. При этом на заключительном этапе Кубка России в Чайковском, Пермский край, Халили занял 3-е место, допустив 2 досадных промаха, а Анастасия пробежала масс-старт, заняв лишь только 12-е место. И именно здесь развернулась драма большого масштаба. Виктория Сливко пробежала 6-й и сравнялась с Гореевой по очкам в общем зачете 543. Но Настя благодаря большому количеству побед в гонках забрала заветный глобус, поставив жирную точку в этом вопросе. Совсем недавно в юбилейный 60-й раз прошел национальный турнир памяти Мусы Джалиля, на которых собралось около 400 борцов, представляющих почти 50 команд. Множество весовых категорий и в каждом свой победитель. Так, например, среди участников был установлен новый рекорд. Заслуженный мастер спорта Российской Федерации Ренас Калимулин 8-й раз одержал победу в данном турнире весовой категории до 85 килограмм. А в командном первенстве на пьедестале 1-е место заняла команда Лаишевского района. И что еще примечательно, победители турнира прошли в сборную Республики Татарстан. От татами прямиком к октагону. Ислам Махачев одержал победу в бою с Алексом Волконовски. 12 февраля в Перте на Рак-Арена состоялся турнир UFC 284. И в главном титульном бою вечера единогласным решением судей заветный пояс в легком весе забрал за собой именно Ислам. Кстати, для Махачева данная победа стала уже 24-й в 25 боях в смешанных единоборствах, при этом потерпев лишь одно поражение. Это была программа «Спортивная среда» на ТНВ. До встречи в следующем выпуске, где мы увидим новых героев спорта. Дальше будет только интересней. Всем пока!